30-е годы 20 века. Молодой врач Лидия Облезова прибывает из Москвы на крайний север в Оленёкский район, оказывать медицинскую помощь венкам и якутам. Все это время она пишет письма своим родным и ждет самолет, чтобы их отправить. Однако экипажу крылатой машины было приказано сменить маршрут. Завтра летишь на Колыму. Это приказ. И приказ сверху. Ну там молодая. Их приказы не обсуждаются, а выполняются. Я правильно выражаюсь? Так, точно. Лидия Облезова в условиях Крайнего Севера, находясь в полном одиночестве, много лет боролась с болезнями и эпидемиями, помогая местному населению. Все лекарства, привезенные с собой, она отдавала больным. И однажды, заразившись, себя спасти не смогла. Как раз вот это реальное событие, и все оленёксы очень ее хорошо помнят. И что вот меня вот покоробило, это в 80-х годах я услышал. Вот когда разбирали старый дом амбулатории, да, когда разбирали половицы, под половицами нашли письма, которые она писала своим родным. Главным режиссером пьесы стал художественный руководитель театра «Актера и куклы» Петр Скрябин. По его словам, сложностей в работе над постановкой не возникло. А актеры, даже несмотря на небольшой состав, выступили на пределе своих возможностей. Работа интересная, потому что когда она интересная, она не может быть тяжелой, там, трудной какой-то. В любом деле, в любой постановке всегда есть, конечно, преодоление. И здесь тоже были свои моменты, когда мы там что-то преодолевали, через что-то свое личное, неудобное перешагивали. Ну вот, я думаю, что вот сейчас, сегодня, когда зритель это увидел, я думаю, что уже получилось. Новый спектакль не оставил равнодушным и тех, кто сам непосредственно относится к медицинской профессии. Главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Ниргун Степанов поблагодарил авторов за внимание к такой важной теме, как работа врачей в Якутии. Я связывался с Оленёкской центральной районной больницей, там главный врач Кучаров Владимир Васильевич работает. Он говорит, что в больнице до сих пор помнят вот эту Лидию Облезову, очень хорошая память там о ней сохранилась, там жители помнят, поэтому вот именно про таких вот, про медиков, про героических надо снимать, надо популяризировать, мы это очень поддерживаем. 32-й творческий сезон стартовал с яркой премьеры. И это только начало. Творческий коллектив театра в новом сезоне обещает еще десятки интересных постановок, как для юного, так и для взрослого зрителя. Леонид Иванов, Андрей Гаянов, Вести, Нерюнгри.